сейчас на прямой связи Игорь Эйдман. Давайте поприветствуем. Российский социолог, публицист. Пане Игорю, витаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слушали пресс-конференцию Столтенберга? Я не слушал ее, но я читал уже первые отклики, первую информацию этой пресс-конференции. В общем-то, ничего непредсказуемого и неожиданного в ней не было. То есть какой можно вывод сделать из того, что уже появилось в средствах массовой информации, что снова решили договариваться и обсуждать какие-то вопросы? Вот конкретики действительно вы не увидели, не прочитали, не услышали? Да, ничего, кстати, удивительного. Я, в принципе, предсказывал, что именно так и будет. Все эти консультации — это скорее такие сеансы психотерапии с буйнопомешанным. Естественно, что никто на ультиматумы и на шантаж буйнопомешанного в Кремле никто идти не собирается, имею в виду Запад, и США в том числе. Но, с одной стороны. С другой стороны, говорить ему, типа, пошел вон, ты лечись, они тоже не хотят. Потому что опасаются, что этот буйнопомешанный устроит какой-то дебош, скандал, там, мебель начнет ломать, бросаться там стаканами и так далее. Поэтому ему очень вежливо и так спокойно, как и положено психотерапевтам, начиная вот с Байдена и заканчивая там Столтенбергом и другими деятелями Западного альянса, они медленно, спокойно, вежливо говорят: мы готовы разобрать ваши претензии, ваши требования, понять, что вы хотите, понять ваши проблемы, вашей безопасности, и дают выговориться. Это, кстати, очень стандартная политика психотерапевтов, психоаналитиков. Они дают выговориться пациенту, дают возможность пациенту поделиться своими проблемами. После этого пациент несколько успокаивается. Вот они примерно эти все встречи проводят для того, чтобы российской делегации, российским властям дать выговориться, дать возможность продекларировать лишний раз свои абсурдные и неприемлемые требования. Но никто, как я уже сказал, естественно, идти навстречу этим требованиям, этому шантажу поддаваться не собирается. Ну а зачем России вообще все это нужно было? Ведь в Кремле не могли не понимать, что НАТО, Соединенные Штаты Америки не пойдут на те изначально, в принципе, невозможные требования, которые выдвинула Россия. Что Россия от этого всего получила, и все эти заявления хамские со стороны Рябкова в Женеве. Вот, и что? И что дальше? Чего добилась Россия? Я когда говорю о психотерапии, психотерапевтическом сеансе с буйнопомешанным, это не фигура речи, это и не метафора, это констатация реальности. Потому что президент Путин, он абсолютно неадекватен, абсолютно, он просто невменяем. А его окружение, дабы его не злить, не боится его рассердить, обозлить, боится на какие-то санкции с его стороны нарваться, они делают вид, что все нормально, и потакают всем его прихотям, и всем его бредовым идеям. У него есть вот абсолютно бредовая идея, нереализуемая, да, методом шантажа нагнуть Запад. Он считает, что он такой крутой, такой пацан, да, питерский, такой отвязный, да, дерзкий. А они такие, значит, эти полувялые лохи, особенно думают, Байден старый вообще, думают, дай-ка я сейчас на них наеду, они испугаются. Но это абсурд чистой воды. Ну, как я уже сказал, человек же неадекватен, поэтому невозможно его действия разбирать с точки зрения рациональности, на что он рассчитывал. Но он рассчитывал на то, что все испугаются и попрячутся, как этот в сказке Корнея Ивановича Чуковского «Тараканище». Значит, понесут там у своих детишек, чтобы он их на завтрак скушал. Но вот он на что-то на это рассчитывает. Конечно, это бред и абсурд, но тем не менее это его расчет такой. Расчет, как я уже сказал, неадекватного, невменяемого человека. Ян Столтенберг сказал, что в случае, если очередных и следующих раундов переговоров не удастся добиться какого-либо компромисса, то страны-члены Североатлантического альянса, европейский континент должен готовиться к возможной конфронтации. Как вы думаете, это реально? Вот не удалось добиться никакого компромисса, требования не приняты со стороны коллективного Запада. Россия может осуществить дальнейшую интервенцию? Ну, я думаю, что они начнут, конечно, повышать ставки, безусловно, российские власти, потому что, как я уже сказал, они же неадекватные, остановиться им они не могут, они будут пытаться, ах, вы не поддались на такого рода шантаж, но мы тогда еще подведем войска или еще что-то там придумаем такое, напугать вас.
Да, но практика показывает, что вообще, когда так человек, да, в том числе и опираясь на опыт вот этого путинской школы жизни дворовой, которой он так гордится, что когда человек, значит, если человек хочет там ударить, да, или убить тем более, он не будет размахивать долго перед лицом окружающих ножом. Это так только ведут себя такие пьяные хулиганы, которых, в общем, не уважают и которых бьют всем двором потом. А вот эти люди бьют без пафоса и без каких-то лишних понтов, но зато надежно, да. Поэтому, если бы Путин имел возможность и силы, например, захватить Украину, он бы это уже давно сделал. Без всяких там Янов Столтенбергов и прочих. Вопрос-то в том, что у него нет ресурсов для большой войны против Украины. Нет ресурсов. Прежде всего экономически. И он зависим от мировых рынков. Он зависим от санкций. Положение в российских военных, даже в российских войсках хваленных, тоже не такое, значит, парадное, да, как об этом отчитываются российские власти. Потому что мы видели, да, как бедные армяне пытались воевать с азербайджанским, турецким оружием своим, с российским оружием, и что из этого получилось. Так что я думаю, что что если они на такую авантюру решат, что все-таки не верят, потому что как есть такая пословица, псих-то он псих, да мыло все-таки не ест. Потому что многие, Путин, конечно, неадекватен, но инстинкт самосохранения у него все-таки работает, как у многих неадекватных политиков. То есть правильно ли я вас понимаю, что вот те санкции, о которых предупреждают Запад сейчас Путина в случае дальнейшей агрессии, в принципе, играют реальную превентивную меру и сдерживают Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии? То есть Путин боится этих санкций, в том числе отключения от SWIFT, полного эмбарго на нефть, там, ограничения конвертации рубля и ряда других очень жестких санкций. Путин их боится? Конечно, боится. Если бы он их не боялся... Ведь смотрите, сейчас ситуация для Путина, военная ситуация, гораздо хуже, чем она была в 2014-2015 годах. Тогда Украина еще не успела сформировать нормальную боеспособную армию, а Запад еще не успел ее, и Турция, Запад, продать там нормальное, более-менее адекватное современное оружие. Все еще было российское в основном оружие. Сейчас украинская армия в гораздо лучшем состоянии. Но даже тогда, в 2014-2015, путинские войска ведь могли идти дальше. Они остановились. И если мы помним вот историю с Мариуполем, его же сначала захватили путинские боевики, потом украинцы его отбили. А потом, когда вот начались вот эти кошмарные события со всякими там иловайскими котлами и прочее, российские войска опять подошли к Мариуполю, прям подошли вблизь уже дошли. И там люди рыли окопы, не изменяет. Но в конце концов они остановились. Остановились почему? Остановились потому, что побоялись более жесткой западной реакции. То есть если они тогда струсили идти дальше, естественно, они и сейчас тоже струсят. Другой вопрос, что они будут шантажировать, будут заниматься провокациями, будут заниматься гибридными всякими технологиями, будут пытаться гибридно взорвать Украину изнутри, устроить какой-то переворот, там устроить беспорядки, вот как это было в Азербайджане, будут какие-то внутриэлитные, и уже сейчас этим занимаются, разборки провоцировать, будут, если как бы пытаться вот навязать вот этот нормандские так называемые соглашения, да, для Украины, чтобы эти отравленные части украинского тела Украины, да, вот это так называемый ДНР, НЛР, инфицированные фактически российской заразой, чтобы они вошли, чтобы они как бы легитимизировать их внутри Украины, чтобы вот эта зараза начала от них распространяться вглубь страны. То есть у них множество всяких других задумок, но, как я уже сказал, большую войну они не потянут. Если они нападут на это будет самоубийство путинского режима. Вот вы сказали про внутреннюю дестабилизацию, про переворот, про там, клановые разборки и так далее. Что произошло в Казахстане, на ваш взгляд? Ой, этот вопрос, конечно, очень тяжелый, сложный. Я бы тому человеку, политологу, там неважно, который бы журналисту, который бы дал точную и смог бы дать точную оценку того, что там произошло, ему можно смело давать там Нобелевскую премию, потому что это действительно очень сложный процесс, и учитывая специфику этой восточной страны, там все это битва бульдогов под ковром,
Такое было определение политики в Советском Союзе. То есть это что там с этими бульдогами, как они там грызутся под ковром, никто, в общем, кроме них самих не знает. Вот. И единственное, что как бы очевидно, да, вот для меня очевидно, что, безусловно, Путин и Кремль пытаются откровенно использовать эту ситуацию для того, чтобы съесть Казахстан, сделать казахстанских властей окончательно зависимыми от себя, казахские власти, и, возможно, даже какие-то переделы устраивать территориально. Все от них всего можно ожидать. Но надо сказать, что Такаев уже сейчас показывает, что он это не готов, что он не готов быть марионеткой Путина, и будет продолжать лавировать между разными центрами силы, между Россией, Китаем, Турцией, Западом и так далее. Он уже хочет поскорее эти войска, которые сам же призвал, по непонятной для меня, кстати, причине. Он хочет от них быстрее избавиться. Он поставил министром культуры человека, имеющего репутацию такого, не знаю, казахстанского или казахского Муждабаева, то есть активного очень. Да, очень часто, который критикует Россию и действия России, это правда. Да, и в том числе довольно критически относится и к тем, не критически, а недовольно, а резко критически к тем агентам Кремля, которые в русскоязычной казахской общине действуют. Его поставили сейчас вся ватная аудитория Фейсбука и других сетей, она вся, значит, посыпает голову пеплом, что за предательство, мы ему помогли. Он тут же буквально через несколько дней назначил этого человека. Мне он неизвестен, я не специалист по казахской политике, но оказывается все вот эти, значит, ватные русопятые, они его знают и ненавидят. Ну, значит, правильно сделал Такаев, что его назначил. Такаев буквально несколько дней назад сказал, даже вчера, выступая в парламенте, Такаев сказал, что силы ОДКБ, так называемая миротворческая миссия, которая зашла туда, должна выйти через несколько дней, а точнее уже завтра должен состояться вывод войск ОДКБ. А сегодня этому уже ответил министр обороны Российской Федерации Шойгу. Он сказал, что силы ОДКБ на территории Казахстана будут находиться до тех пор, пока ситуация полностью не будет стабилизирована, сказал Шойгу. То есть можно ли это считать таким ответом Такаеву, и что русские пока уходить не планируют? Конечно, да. Я думаю, что это действительно так и есть. Они действительно не планируют. Они собирались приходить надолго туда. И вся, опять-таки, тоже вата по телевизору российскому, в сетях, она активно это обсуждала, какие мы крутые, что мы, значит, уже захватили фактически Казахстан без одного выстрела. И тут вдруг-то по носу такой щелчок, давайте сматывайте удочки. Конечно, они будут сопротивляться этому всячески. Это вполне вероятно вызовет конфликт. Так между нынешним руководством Казахстана и России. Так что посмотрим, к чему это все приведет. То есть Путин рано праздновал победу. Ну вот ряд политических аналитиков говорят о том, что вот такой лакмусовой бумажкой, благодаря которой можно будет понять, Такаев полностью ли уже подчинен Кремлю, это будет вопрос Крыма. Помните, как с Александром Лукашенко? Ведь Александр Лукашенко с 2014 года все же по вопросу Крыма пытался лавировать и не говорил о том, что это уже территория Российской Федерации, и как-то уходил от вопроса и от ответа. А вот буквально за последние 1,5 года, после того, как он уже не является президентом Беларуси, протестов и так далее, риторика Лукашенко уже очень сильно изменилась, и он даже говорит о том, что его Путин приглашал в Крым, и он, в принципе, готов туда поехать. Это будет означать признанием того, что Крым является территорией РФ. То есть, как вы думаете, Такаев может в ближайшей перспективе также сделать подобные заявления? Это действительно лакмусовая бумажка будет? Да, я думаю, что он такое заявление делать не будет. Я думаю, что тут как бы у него немножко другая, не немножко, а принципиально другая ситуация, чем у Лукашенко. Режим Лукашенко, он зависит экономически, финансово от России на 100%. А Казахстан от России экономически, финансово не зависит никак. Просто. Более того, если белорусская экономика для России была бы, если вот Россия бы ее присоединила окончательно, Беларусь, то просто это были бы очень большие экономические проблемы у России были. Платить пенсии белорусским пенсионерам, например, да, закрывать неприбыльные бизнесы, которые при Лукашенко, все эти заводы, которые при Лукашенко существуют, совершенно непонятно для кого. А казахстанская экономика, она вполне
способна. В Казахстане огромные природные ресурсы, там очень большие инвестиции западные, в том числе британские, американские. И она как бы прекрасно выживет и без России. То есть, наоборот, Россия скорее попытается сожрать. Так что и Токаев в этом смысле от России независим, я думаю, не пойдет на поводу Путина и не будет такие делать заявления. Как я уже сказал, я думаю, что он будет продолжать политику лавирования между разными центрами силы, в том числе и не только между Россией и Китаем, но и между Россией, Китаем и Западом тоже. И Турцией, и Великобританией, которые имеют большие позиции в экономике. Так что там ситуация другая совершенно. Да, но при этом, если посмотреть на голосование в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что с 2014 года по резолюциям о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, милитаризации Черного и Азовского морей, Казахстан всегда не то что сохранял нейтралитет, а голосовал против. Да, но, как я уже сказал, при том, что они лавируют, безусловно, и Назарбаев лавировал, тем не менее, они с Россией старались поддерживать хорошие отношения, близкие, я бы даже сказал, отношения, но никак не давать себя, что называется, приносить себя как жертвенную овцу, да, на путинскому трону, да, на жертвоприношение ни Назарбаев не собирался, ни Токаев. Так что, я думаю, лавирование будет продолжаться. Лукашенко что же долго лавировал? Да. Он стал совсем уже ручным, только когда... Я думаю, не без поддержки Путина, его режим просто оказался на волоске. Вот. Но он справился своими силами, хотя тоже не факт, что только своими. И там наверняка были какие-то российские специалисты, да, по кровавым делам, полицейские всякие там специалисты ФСБшные и прочее, прочее. Вот. Но тем не менее без войск он как справился. Но он не может экономически еще и выдержать, тем более в условиях западных санкций. Только российская поддержка держит на плаву белорусскую экономику. Если бы ее не было, режим бы просто экономически, белорусский режим, обанкротился бы на следующий день. Буквально после отказа от российской поддержки. С Казахстаном ситуация совершенно принципиально другая. У них нету таких жестких мотиваций ложиться, что называется, под Путина. У них есть своя мощная экономика достаточно, на которой можно опереться и существовать. Другой вопрос, что во внутриполитических делах, как оказалось, Токаеву понадобилась поддержка Путина. Для чего, кстати, непонятно, потому что, в конце концов, насколько можно было понять, он справился своими силами, собственными. Да, собственных военных в Казахстане порядка 70 тысяч, а тут 2030 военных ОДКБ, как не сильно. То есть это вот вопрос, что мы не знаем, с чего мы начинали. Тем мы можем и закончить, что мы всех обстоятельств не знаем. Это же все битва действительно бульдогов под ковром. Для чего ему понадобятся российские войска, не очень понятно. Может быть, они его должны были защищать от каких-нибудь абреков, там, верных Назарбаеву. Я не знаю. Все это абсолютные предположения. Посмотрим. Да, ну пройдет время, я думаю, уже после того, как стихнет, эмоции уйдут, можно будет сделать более серьезный анализ того, что произошло в Казахстане. Будем наблюдать, пане Игорю. И еще очень важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, это вопрос Северного потока-2, потому что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что если Россия нападет на Украину, то США и Германия, Европейский Союз полностью заблокируют поставки через газопровод Северный поток-2 и уже приняли меры, чтобы отложить их начало, заявила Виктория Нуланд. Я предлагаю вместе послушать ее цитату і вернуться к нашій бесіді, пожалуйста. Зараз ми працюємо з німецькою стороною та Європейським Союзом, щоб пригальмувати роботу з уведення цього газопроводу в експлуатацію. Нинішній уряд Німеччини зробив значні кроки в цьому напрямку. Цей напрямок додатково підкреслюється тими зобов'язаннями, які ми взяли з попереднім урядом щодо того, що буде з Північним потоком-2, якщо Росія вчинить напад на Україну. И представитель Госдепа Нед Прайс напомнил, что США и Германия обязались в июле 2021 года предпринять решительные шаги в случае агрессии Российской Федерации. Вот что он сказал. Газ через Північний потік-2 поки що не проходить. І ви чули різні заяви, в тому числі і від Міністерства закордонних справ Німеччини, що введення цього газопроводу в експлуатацію буде зупинено, якщо росіяни вторгнуться в Україну. Пане Игорю, как вам видится, сейчас идет процесс притормаживания запуска Северного потока-2 в Германии? Вообще на каком этапе, на каком уровне обсуждается этот вопрос?
Ну, во-первых, процесс идет, и фактически этот запуск притормозился. Сертификация этого проекта отложена, как вы знаете, до лета. И ныне новый министр иностранных дел от партии «Зеленых», Анна-Лена Бербок, она выступает тоже резко, довольно против введения этого проекта в жизнь. Так что будущее его под большим сомнением, даже без относительно новой какой-то, не дай бог, если это произойдет, нового витка агрессии против Украины со стороны России. Угу. Ну а насколько все же в немецком Бундестаге все зависит от позиции зеленых? Потому что, насколько я понимаю, коалиция Олафа Шольца все же за запуск Северного потока. Это вот сам Олаф Шольц и социал-демократы за. А два партнера по коалиции, зеленые, против, откровенно. И свободные демократы тоже неоднократно выступали с критикой этого проекта. Их, может быть, это не с такой последовательной жесткой, но тем не менее они тоже его критиковали. Так что единогласия в коалиции нет, и непонятно, чего возьмет.